Лучшие скалолазы Якутска и республики состязались в направлениях трудность и болдере на скалодроме школы номер 2. Абсолютным чемпионом турнира стал Олег Зверев. Всего в турнире приняло участие 42 спортсмена, среди них 15 девушек. Участники турнира должны были пройти 4 трассы различной степени сложности за 4 минуты. Главным судьей соревнований была мастер спорта России международного класса по скалолазанию Маргарита Лисовая. Уровень, конечно, разный. Есть от очень слабенького, те, которые занимаются люди совсем мало. Тут есть, я выяснила, даже люди, занимающиеся 3 недели. А есть ребята, которые достаточно профессионально лезут, уже разрядники, и видно, лезут на такой нормальный спортивный разряд. Я участвовала очень давно, спортсменкой была, то есть еще в Советском Союзе. Я до 93-го года в СНГ, Советский Союз, СНГ. В 88 году я стала абсолютной чемпионкой СССР, то есть я выиграла один вид, трудность, в скорости я стала второй, в болдеринге я стала четвертой, и абсолютной стала, по многоборью я стала абсолютной чемпионкой. В том же году я выполнила мастера спорта международного класса на этапе Кубка мира в Ялте. Но на скалах еще. Скалолазание – это страсть всей моей жизни, то есть мне просто нравится лазить, просто. Я восторг от самих движений, от самого процесса получаю. И я думаю, что люди, которые получают от процесса, они всегда будут в скалолазании. Региональная федерация по скалолазанию и альпинизму Республики Саха-Якутии будет популяризировать скалолазание как вид спорта. Однако для этого требуется должная поддержка государства. Скалодром при школе номер 2 самый большой и крупный в городе – 80 квадратных метров. Для сравнения, скалодром в Хабаровске, где этот вид спорта очень развит, выше в 2 раза, а по площади больше в 10 раз. Конкурентоспособность спортсменов можно развивать только при наличии должных площадок, считает организатор турнира Александр Спиридонов. Участников, спортсменов у нас 42 человека принимают участие, из них 10 это старшеклассники, ну так скажем, начинающие спортсмены, старшие юноши, 16-17 лет. Мы надеемся, что кто-то из них получит взрослые спортивные разряды, кто-то первый юношеский спортивный разряд по скалолазанию. Также в составе 42 участников у нас участвуют 15 девушек, что тоже очень хорошо. Для развития данного спорта в нашей республике нужны площадки. Боксерам нужен ринг, борцам нужен ковер, а скалолазам нужен скалодром. Постановщиком трасс на якутском скалодроме был Александр Шилов, мастер спорта, член сборной России. Он проводил открытые тренировки и мастер-класс для участников турнира. Через 1,5 недели Александр начинает подготовку к новому сезону российским международным стартам, а также он является возможным претендентом для участия в Олимпиаде. Уровень, особенно для того региона, который только начал развиваться, очень даже неплохой и очень интересно. И массово видно, что народ просто горит этим. Главное, чтобы появился сильный человек, за который будет за собой всех тянуть. А так у вас уровень, особенно ребят средний, есть уровень, пару ребят, которые чуть посильнее, все, они за ним тянутся, особенно молодежь, и они будут за ним тянуться и будут сильно прогрессировать. Олимпиада будет через 4 года, и там будет все 3 вида представлены. И готовиться начинать я буду через год, потому что следующий сезон я буду еще проводить в своей родной дисциплине скорость. И в марте 2017 года мы узнаем, как будет выглядеть отбор на Олимпиаду, и будем подстраивать свой тренировочный график под это дело. А то, что я буду туда стремиться, это, да, потому что Олимпиада – это моя мечта. Я с детства, когда смотрел Олимпиаду, всегда ее смотрел и думал, что там все сильнейшие, а все, кто вокруг, они не сильные, а вот на Олимпиаде все самые сильные. Поэтому я буду отдавать все силы, что у меня есть, чтобы попасть на Олимпиаду.